незаконных вооруженных формирований, и для жителей города, когда родственники обращались к своим сыновьям. В этот момент в коридоре дежурили сотрудники скорой помощи. Их поддержка понадобилась практически сразу после того, как начала выступать мать 19-летнего ребенка, который обманным путем ушел из дома и попал на беде боевиков. Встреча, которая должна была продлиться несколько часов, затянулась до позднего вечера. Глава администрации дал боевикам еще недельный срок сложить оружие и сдаться властям. Если же они воспользуются этим предложением и за ними не будут числиться тяжкие преступления, то они смогут вернуться к прежней жизни. Арслан Белов, Самбей Тукаев, Али Вахаев, Вести, Чеченская Республика.